Юля, скажи, пожалуйста, нашим зрителям, вот театральные постановки твои. Моя самая любимая, скажем так, и самая запоминающаяся постановка, которая шла в репертуаре казанского ТЮЗа русского, «Собаки якудза» по Юрию Клавдиеву. Вот я вот этот спектакль очень люблю, любила и буду любить. Здравствуйте, дорогие друзья! Исян Месес Кадрле Дуслар. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях режиссер театра и кино Юлия Захарова. Здравствуйте, Юлия! Ой, Здравствуйте. Да не с пустыми руками вы к нам пожаловали. Ну, да. Позвольте ваш презент. Ой. Что это, рассказывайте? Ну, это самый обычный домашний пирог «Шарлотка». Но вы мне скажите, это саморучно готовили? Да, саморучно, конечно. Вот это самое главное. Подарок, сделанный своими руками, 100% будет вкусным. Мы обязательно его попробуем в конце нашей программы. Юлия Захарова, режиссер театра и кино. Родилась в Казани. Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности режиссура. Спектакли режиссера Захаровой включены в репертуар Дома актера имени Марселя Салимджанова, Государственного театра юного зрителя и других. Она – лауреат международных и республиканских фестивалей и конкурсов. А фильм «Халима» на 13-м Казанском международном фестивале мусульманского кино получил приз кинокритиков «Белый слон». Юлия Захарова – член Союза театральных деятелей России и Татарстана. Преподает на факультете кинематографии и телевидения в Казанском институте культуры. Ну а сейчас расскажите, с каким рецептом к нам пришли? Ну, я к вам пришла с рецептом так называемая телятина по-татарски с рисом в пиалах. Вот в пиалах это самое важное вот в этом рецепте. Не плов ли это блюдо называется? Нет, это блюдо называется не плов ли, это называется именно телятина с рисом по-татарски в пиалах. Вот подчеркиваю, пиалы это очень важная подача вот именно в пиалушках с зеленью, а потом мы сделаем так вот оп, и получится фигурка. Это не плов. Итак, мы начинаем. Юля, вам как режиссеру свойственно давать задания, командовать, поэтому бразды правления передаю вам. Я сегодня помощник. Итак, жду. Отлично. Давайте начнем с того, что ты порежешь мясо и лук, потому что телятина. Мясо... Да, телятина, потому что мясо потом нужно будет обжарить. Туда добавить лук и помидоры черри. А я могу взять на себя приготовление соуса. А соус, как известно, в любом блюде это... Ну, больше 50% успеха. Ну, это точно. По поводу рецепта тоже расскажи, пожалуйста. Да, по поводу рецепта. Рецепт, скажем так, это из советской кухни, советская. Такое прошлое у этого рецепта в свое время был придуман, ну, скажем так, для разнообразия. Для разнообразия татарских блюд? Да, для разнообразия татарских блюд именно, потому что было время, когда был и дефицит продуктов, ну, и для быстроты приготовления. И мы добавляем чуть-чуть воды в томатную пасту, затем мы добавляем сушеный базилик и добавляем чеснока. Сюда чуть-чуть. И потом мы его минут 10 подогреваем на слабом огне. И, в принципе, вот в чем секрет. Да. Секрет в том, что мы еще его будем подогревать. Юлия, видно, ну, что ты подготовилась к нашей программе. Досконально все рассказала про блюдо. А вообще, вот на кухне сама появляешься. Понятно, что занятость, да, много работы. Но ведь человек либо любит готовить, либо не любит. На самом деле история такова, что у меня повар-мама. Профессиональный повар? Да, профессиональный. То есть, если... Хотя по тебе не скажешь. Тут, да, вопрос такой. Она постаралась и не только как повар, но и красоту мою сохранить. Она проработала всю жизнь шеф-поваром, но раньше называлось это завпроизводством. Завпроизводством, да. Завпроизводством. Поэтому, собственно, это блюдо вот она мне как раз и посоветовала из советского периода, которое навряд ли, наверное, кто-то сейчас, может быть, уже вспомнит, но это было такое блюдо хороших, добрых столовых. Какие блюда вот мамины фирменные? Давай похвалим маму. Как раз она смотрит сейчас, уверен, нас. О, мамины фирменные блюда, да практически все. Но самые фирменные – это ее рассольник, ее солянка, ее плов и ее эшпешмаки. Ароматно все сказала. Да. А, еще ее чак-чак. Потому что в детстве, когда она делала чак-чак, я всегда говорила: мам, зачем ты делаешь макароны с медом? Вот, для чего это? Ну, как бы она говорит, это для наших соседей татар.
Ну, моя мама, между прочим, очень хорошо разговаривает по-татарски. Я очень хорошо сама с детства понимаю татарский. И татарская речь у нас всегда в доме присутствовала, поэтому как-то... Готовить чак-чак у нас в традициях. Ну да, но все-таки мы там... Хорошо. А вот твои любимые, Юля, блюда? Мои любимые? Я люблю очень беляши. По мне не скажешь, но я люблю, да, люблю, вот. Люблю татарскую выпечку, очень люблю, поэтому... Поэтому готовлю всегда шарлотку. Ну нет, это было просто. Это было просто приготовить. Да. Ну, собственно, соус готов, я думаю, попозже лучше стоит его подогреть, а сейчас... Перед подачей, да, так скажем? Да. А сейчас я пока порежу помидоры, а... Ты... Да не простые помидоры черри. Да, помидоры черри. Ну, на самом деле, это здесь импровизировала я, потому что в советском-то рецепте написано просто помидоры. Но я решила, что черри будет как-то чуть-чуть осовременним блюдо, ну и покрасивше. Ну, это все-таки чувствуется рука режиссера. Ну да, интерпретация своя как-то она... Так вот, про профессию, Юля. Вообще, как вот режиссером становится? Скажи, обычно же мечтают стать актером. В детстве я танцевала, и, к сожалению, моя карьера танцевальная не сложилась. Когда время пришло поступать в институт, я подумала, ну, раз уже я с детства на сцене, ну куда еще я могу пойти? Конечно, только в актеры. Но в курсе, наверное, на 5-м так сложилось, что я почему-то сама для себя, когда мы подошли к дипломной работе, выбрала именно постановку спектакля как режиссер. Ну, не знаю почему, мне просто захотелось себя попробовать, было что-то новое. А о чем вот был выпускной спектакль первый твой? Ну, он был, скажем так, на остросоциальную тему такой. Я вообще, в принципе, люблю остросоциальные темы. У меня как раз очень много работы именно почему-то с остросоциальными темами связаны и с подростковой темой. Но можешь вспомнить первую постановку, после которой ты поняла, что да, это профессия на всю мою жизнь? Или ты пришло с первой победы в конкурсе? Нет, я после каждой постановки отказываюсь и говорю, что я никогда больше этим заниматься не буду. Кстати, говорят многие режиссеры, все, хватит. Поэтому осознание того, что вот-вот я прям режиссер, нет. После каждого фильма, после каждой постановки я говорю, все, я ухожу. И, возможно... Кстати, между прочим, я когда-то работала поваром 5-го разряда, собственно-то говоря. Почему тогда режу мясо я? Потому что ты мужчина. Все, молчу. Вот, поэтому есть как бы мысли взять и вообще пойду-ка я работать поваром. Также, дорогие друзья, в будущем может Юлия Захарова быть известным шеф-поваром, а я буду, например, на ее кухне что делать? Мясо резать. И жарить его. И жарить, да. Так что приглашайте. Да. Сейчас, значит, мы обжариваем мясо, маслечко. А вот у меня тоже вопрос. А вот бывало такое, когда приходили гости, что-нибудь там такое сготовили, такое невкусное, а ты попробовала, надо делать вид, что вкусно? Это, кстати, вопрос часто задают поклонники нашей программы при случайных встречах. Нет, Как ты думаешь, что я им отвечаю? Нет, если такого не было, то сегодня, возможно, такое и получится. Может быть, впервые. Но я не уверен, потому что пока все у нас складывается очень хорошо. А, кстати, такого случая официально говорю, ни разу не было. Было, что не досолили чуть-чуть. Или пересолили. У нас всегда вкусно, потому что у нас лучшие ингредиенты, лучшие рецепты и лучшие гости. Мы перекладываем мясо на сковородочку. Пока мы не солим, не перчим, да? Я думаю, что нет. Пока не надо. Да, я думаю, нам стоит его обжарить чуть-чуть и добавить сюда лука, который... Одну или две? Нет, я думаю, одну будет достаточно, да. Мое любимое, кстати, дело в нашей программе. Ну... Так, мелко мы? Мелко, очень мелко. Прям невидимо практически. Сейчас сделаем. Юля, ты режиссер и театра, и кино. Расскажи вот разницу между этим. Вот как режиссеру чувствуется, и где-то может легче, где-то сложнее? Да, разница довольно-таки очень большая. Я не знаю, как сказать, где легче, где тяжелее, потому что, ну, это просто другое, это просто по-разному. Театр – это очень хорошая школа для кино. Мне повезло, что у меня до этого был опыт в театральных постановках. Я смогла перенести многое именно вот в киносферу. Юля, скажи, пожалуйста, нашим зрителям вот театральные постановки твои.
Моя самая любимая, скажем так, и самая запоминающаяся, это постановка, которая шла в репертуаре казанского ТЮЗа русского «Собаки якудза» по Юрию Клавдиеву. Вот я вот этот спектакль очень люблю, любила и буду любить. А правда ли, да, что у режиссера вот есть все-таки любимые постановки, которые остаются в душе? Ну, я думаю, стоит отпускать, чтобы идти дальше и новые проекты делать. Но есть те или иные постановки, которые все-таки больше всего откладывают впечатление, отпечаток, да. Это есть. Ну, скажи нам, вот первая твоя работа, я имею в виду в кино, которая получила признание на конкурсе. Это фильм «Халима». Признание на конкурсе. Мы показывали этот фильм на мусульманском фестивале и получили награду. Здесь у нас в Казани? Да, здесь у нас в Казани. Это был 2017 год, и мы получили специальный приз от гильдии киноведов и кинокритиков Российской Федерации. Кстати, можно, наверное, уже добавлять лук и помидорки. Эту картину возили за границу на конкурсе? Да, в Бельгии, в Берлине, в Индии мы получили приз за лучший фильм о религии и лучший фильм. Критики тоже дали, да, победу критиков. В общем, картина получилась очень даже удачной и собрала много подарков. И зрителей много собрала, самое главное. Это самое главное. Обжариваем мясо с нашим луком и добавляем... И добавляем, да, и добавляем помидорки. Что у нас далее? Далее мы ждем, когда это все потушится, чуть-чуть до полуготовности приготовится, и мы будем готовить рис. Так, помидорки мы размешали и добавляем сейчас... Да, сейчас нам нужно добавить соуса и подождать. Как винненько. Ах. Это... И вот сразу же другой аромат пошел от томатной пасты. Так, Юля, проверим, как у нас... Ой, мясо. Ну, я думаю, уже можно поперчить и посолить. Посолить, да? Да, а я пока порежу зелень. Очень красивое блюдо получается у нас. Юрий, скажи, пожалуйста, сейчас какие-то есть проекты, в которые вот ты сейчас занимаешься конкретно на сегодняшний день? В январе буквально вот у нас закончились съемки нового фильма. Фильм посвящен к столетию ТАССР. Вот. Название? «Республика 99». Это альманах. Там 3 киноновеллы. Вот одним из режиссеров являюсь я. И в разработке тоже есть несколько проектов, но чтобы любой проект осуществился, нужно что? Финансирование. Финансирование, да. Поэтому в поисках финансирования и надеемся, что все-таки все получится у нас. Так, Юля, посмотри, пожалуйста, если не ошибаюсь, у нас все готово для того, чтобы сформировать окончательно наше основное блюдо. Мясо. Да, мясо готово. С нашим соусом. Да. Заранее мы отварили рис. Да, заранее обычный, классический. рис. И мы сейчас делаем, самое главное, интересная подача. Мы сделаем 2 вида подачи. Один внутри пиалы, другой снаружи. Пожалуйста, пожалуйста, как режиссер, твори, Да. Мы сейчас будем импровизировать будем, чтобы нам скучно не было. Сначала мы в такой последовательности. Сначала идет в одну красивую пиалку рис. Рис, сейчас я еще ложечку возьму. А сверху вот можем выкладывать мясо. Давай. Не-не-не, а тут сейчас другой последовательность. Так, здесь мясо. Да, здесь мясо сверху мы выкладываем. Так. Ну, можно и покрасивее уж как-то. Это будет с горочкой, да? Тут? Ну, да, но ты пространство-то как-то, воздух-то Вот, оставляй. Да. Вот. Ах. Ну, прям восточное блюдо. Мясо, рис. Когда из пиалы столько красуется мясо, блюдо уже замечательно. Да. А Так. теперь давай в обратной последовательности попробуем. Так. Сейчас попробуем сделать пирамидку. Вот сначала зелень, потом... Мясо. Да, потом мясо, а потом рис. Мясо. Давай еще чуть-чуть. Достаточно. И? Я думаю, да. И сейчас нам надо будет как-то утрамбовать. Ну это мы умеем. Да? Да, конечно. Отлично. Так. Не, ну ты вот взял и испачкал уже. Не видно будет. Не видно будет. Это же все
скрытые факты нашего блюда. Сейчас перевернем. Да. Вот такие, друзья, секреты подачи блюда. Да. От госпожи Захаровой. 3-4? Да, 3-4. И... Ответственность на меня? Да, конечно. И? Ох! О! Как в лучших домах нашего Татарстана. Да. Вот такая подача у нас сегодня основного блюда. Дорогие друзья, мы обязательно, конечно, все это попробуем. Ну а сейчас небольшая рекламная пауза на канале ТНВ, после которой нас ждет еще одно блюдо. Оставайтесь с нами. Телятина по-татарски с рисом в пиалах. Телятину нарезали мелкими кубиками и слегка обжарили на растительном масле. Затем к мясу добавили мелко нарезанный репчатый лук и помидоры. Залили все соусом из томатной пасты, сушеного базилика и чеснока и тушили на небольшом огне под крышкой. Когда телятина почти приготовилась, посолили и поперчили. Отварили рис. Для первого варианта подачи в пиалу выложили рис, затем сверху горкой телятины и все украсили зеленью. Второй вариант подачи. В пиалу выложили слоями зелень, мясо в соусе, рис, утрамбовали и перевернули тарелку так, что рис оказался внизу. Это программа «Секреты татарской кухни». Мы вновь в эфире. И напоминаю, сегодня мы готовим с очаровательным и талантливым режиссером Юлией Захаровой. Юлия, спасибо, что пришли. Спасибо вам В первой за части приглашение. нашей программы, а мы всегда рады видеть талантливых людей, которые еще умеют готовить. А что мы приготовили? Телятину. По-татарски с рисом, в общем-то, это гуляш. Но Юлия сказала, что у нее есть рецепт вкусного десерта, поэтому рассказывай. Я помогу. Надо сначала его приготовить и выяснить, насколько он будет вкусным. В арсенале современной хозяйки должен быть легкий и быстрый рецепт. Ну вот в моих руках слоеное тесто. Что мы делаем из него? Мы раскатываем это слоеное тесто, нарезаем его полосочками. Это можно сделать и с яблоком, и с грушей, с любым фруктом. Но в данном случае сегодня мы берем ананас консервированный. И потом эти наши красивые, чудные полосочки украшаем ананас ими и запекаем. Звучит очень просто. Мы сегодня рассказываем о проектах Юлии Захаровой. Вспомнили мы сегодня картину «Халима». Но я хотел бы еще поговорить на тему спектакля «Казань спортивная». Чья это была идея и о чем вот этот проект? Он был после универсиады ведь? Да, этот проект был после универсиады. Это моя идея. Это документальный был спектакль. Есть такой жанр вербатим. Мы после универсиады взяли главных героев, наших спортсменов, тренеров, фанатов, болельщиков. А фанаты и болельщики — это, как выяснилось, две разные, собственно, категории. И на основе их интервью потом все это сложилось в такой сценарий, скажем так, в пьесу. Пьесу, кстати, писал, делал Нияз Игламов, завлит, театр Галяскар Камала. Ну и, собственно... Проект состоялся. Этот проект, да, состоялся. Очень был любопытный. Да, я могу уже начинать? Полосочка уже есть, покажи, пожалуйста. Этот проект можно было увидеть на тот момент как раз открылось новое креативное пространство «Угол» от фонда «Живой город». И вот там, собственно, этот проект можно было и увидеть. Смотрим на то, как красиво украшает ананас слоеным тестом Юлия. Да. Кстати, Юлия, а есть у тебя хобби? У меня есть хобби спать. Ага. Да, хороший и здоровый сон, потому что, например, когда я нахожусь на съемках, я могу не спать, например, суток 5 или 7. Поэтому, собственно говоря, когда у меня есть свободное время, потому что во сне организм восстанавливается, как говорят, вот, поэтому, когда у меня есть свободное время, я предпочитаю лежать на диване. Так, я сейчас, с твоего позволения, попробую тоже все это сделать своими руками. Да, процесс ускорил. Я просто перфекционист, поэтому я очень так ко всему подхожу тщательно. А я хочу зрителям показать, возможно ли это сделать вообще вот мужчинам, например, да? Так, вот что у нас получилось. На смазанный маслом растительным противень мы ее... Аккуратненько складываем. Да, и продолжаем. Так, сейчас я попробую еще один сделать. Юлия, ну и хотелось бы поговорить про преподавательскую деятельность. Что сподвигнуло тебя стать преподавателем? Все получилось случайно, как ни странно. Требовался преподаватель, мой мастер Нина Ивановна Калаганова, у которой я до этого училась. Ну, мне предложил попробовать, собственно говоря. Вот, я пришла, попробовала, и уже 6-й год все пробую и пробую, и пробую, и пробую. Какие направления в обучении? Я преподаю на факультете кино и телевидения, актерское мастерство и сценарное мастерство. Ну вот. Как нынче, молодежь-то способная? Тоже красиво. Ой, а этот получился еще краше. Скажи, пожалуйста,
Да, молодежь. Талантливая? Молодежь талантливая, молодежь способная, но я, наверное, думаю, что все-таки чуть-чуть инертная. Как-то мы были поживее, поактивнее. Я просто помню свои студенческие годы. Как-то мы были более такие подвижные. Открою секрет, Юль. У нас ведь гаджетов не было тогда, понимаешь? Ну да, гаджетов не было. Ну я не считаю, кстати, гаджеты какое-то такое зло, все развивается, мир развивается. И вообще, кстати, вот если бы не мои студенты, я бы в кино вообще, может, и не пришла бы никогда. Изначально я выступала сценаристом своего фильма, и мы долго не могли найти режиссера, и... Ну, собственно говоря, меня просто студенты заставили мои снимать кино и сказали, что да лучше вас никто не снимет, вы же в театре уже столько постановок поставили, попробуйте себя в кино. И вот они меня сподвигли, поэтому благодаря молодежи, благодаря студентам я теперь кино снимаю. Передаем всем вашим студентам большой привет и обязательно приготовьте то, что мы сегодня здесь стараемся готовить сами. Десерт каяш. Слоеное тесто раскатали и нарезали полосками шириной около сантиметра. Обернули полосками теста колечки ананасов радиально, продевая через центральное отверстие. Затем фрукты в тесте выложили на смазанный растительным маслом противень и запекли в духовке около 20 минут. Дорогие друзья, под чутким руководством Юлии Захаровой у нас получился вот такой красивый стол. Оба наших блюда перед вами. И отдельно покажу десерт, который, кстати, процесс-то вроде был вот такой вроде обычный, а здесь очень даже красиво. Очень красиво. Пробуем. Начинаем с основного самое главное, блюда. вкусно. Так, тюбетеечку мне, да? Да, тебе тюбетеечку под тюбетеечку. Тюбетеечку, да. А я, пожалуй, даже вот, как и говорила, я люблю есть руками. Поэтому вот как раз я возьму и попробую прямо вот так. Юля, мне блюдо очень понравилось. И, как я уже говорил, что 90% любого блюда это соус. Здесь он дает очень даже приятный и очень оригинальный аромат. Поэтому за основное блюдо 5 баллов. Спасибо. О, спасибо. Ну а в сочетании с рисом это, конечно, еще и вкуснее, и полезнее. Поэтому возьмите рецепт на заметку. Кстати, вот я смотрел на наш десерт и придумал ему название, с твоего позволения. Посмотри, на что похоже. На солнышко. Каяш. Вот. Да. Поэтому мы сейчас попробуем десерт каяш, который мы сегодня приготовили из слоеного теста и ананаса консервированного. Все это запиваем вкусным татарским чаем. Как я обещала, все делается очень быстро, но при этом при всем получилось очень изысканно. Вот настоящий татарский десерт каяш с французскими нотками круассана. Очень красиво приготовила, но еще краше сказала. Большое спасибо, Юля. Я могу. Юля, к сожалению, на этом наш съемочный день подошел к концу. Блюда получились на ура, поэтому большое спасибо, до новых встреч. Большое спасибо вам. Я очень рада, что вы меня сюда пригласили. И пожелаю, наверное, всего хорошего вашим телезрителям, чтобы они смотрели вашу передачу, потому что она очень интересная, я ее люблю. Возможно, когда-нибудь, может быть, вы еще раз меня пригласите. Творческих успехов! Мы всегда рады видеть самых известных, самых талантливых людей нашего города. Это была программа «Секретной татарской кухни» Саудович Дуслар. Увидимся на канале ТНВ. Пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.